информационно-аналитического центра Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия. Я вас всех, друзья, приветствую. И Аят уже на месте, как обычно. Вам слово, Аят. Добрый вечер. Добрый. Я думаю, что сегодня всем, кто здесь находится, салам алейкум. Всех приветствую. Сегодня, как Аслан сказал, у нас 6-й стрим. Мы будем говорить о проблеме, которая есть в нашем сопротивлении и вообще в целом о том, что происходит. Вся работа, которую мы ведем, она строится на том, что мы делаем все для того, чтобы раскрыть нашему народу, нашим друзьям в мире настоящую ситуацию, в которой находится чеченский народ, с чего он начинал свою путь к свободе, к независимости, как это было. И вот поэтому вопрос так стоит, собственно, каждый раз, когда мы говорим, частично мы говорим о той или иной какой-то там проблеме, в частности, а в целом вопрос как стоит. Об этом мы редко говорим. Мне кажется, об этом надо было бы поговорить и вначале задать тему, а потом по частично делам, там, по отдельным моментам, вопрос-ответ мы могли бы здесь зависеть как тему. Но в целом скажем так, что мы, наш народ уже сколько лет, 40 лет, почти 400 лет, угнетается, и наш чеченский народ один из первых на Северном Кавказе, скажем, ведет борьбу против империи, каждый раз восстает и, проигрывает, потому что силы бывают огромные против нас направлены, потому что вот этот уголок, скажем, между Черным и Каспийским морем, это и есть выход к югу, там, скажем, южному полушарию туда. И поэтому сюда все рвутся, хотят эти ворота как бы захватить. В основном так, вот такая задача стоит. То Турция сюда, то Иран, то теперь Россия. Вот они, вот эти большие государства, всегда за это вот идут в спор и переманивая на свой сторону какие-нибудь стороны, скажем, народы, которые проживают на Северном Кавказе и Южном Кавказе. Если мы посмотрим, то мы обратим внимание на то, что это всегда вот такая ситуация происходила. Из истории видно, что иногда, северно-кавказские народы организовывались так, что нападали на другие народы вместе с империей. Знаете, то, крымских татар организовывали на Кавказ, направляли, то, северокавказские другие народы направляли. И вот мы в последнее время тоже знаем, когда вот в 94 году, скажем, вот эта экспансия началась против Чеченской Республики Ичкерии, то сюда привлекались чуть ли не все народы, представители народов, которые шли войной, скажем, на Чеченскую Республику, чтобы сломить его сопротивление. И в числе их армий были разные представители, начиная с Дальнего Востока народов и Кавказа, со всех сторон, в том числе и союзных бывших республик, теперь государств. Эти люди организовывались всегда для того, чтобы вот так вот, стравить нас, чтобы мы все потом оказались обижены друг на друга. Вот вы проходили, вы нас били, убивали. То есть эта политика этих империй,
для того, чтобы нашими руками нас самих и задавить. Вот о чем речь. Наша задача состоит в том, чтобы освободиться от этих, как вот говорили и президент Дудаев, и Мсахурдия, чтобы освободиться от этих нападений, объединить вот этот северный и Южный Кавказ, хотя там Северный и Южный Кавказ нет, ну просто Кавказ, они просто его поделили, так говорят, за Кавказе, Кавказ говорят, на самом-то деле. Вот как мы можем это сделать? Возможно ли это сделать? Что мы должны для этого делать? Вот несколько вопросов возникает. Люди говорят, вот мы будем бороться, мы пойдем, побьем тех, или никогда не сдадимся. Вот такое тут происходит, просто говорят. Но вопрос в том, в чем же, на что мы должны опираться вот, для того, чтобы иметь эту победу, чтобы мы могли, скажем, опираться на какие-то международные принципы, законы или то состояние, которое есть в мире, и чтобы оно было применимо и к нам, чтобы остальные государства мира, скажем, большие государства мира, да, или те, которые соблюдают в ООН, там, в Евросоюзе и в других там, ну, таких больших вот объединениях, чтобы они помогли нам, чтобы мы могли на этой платформе действовать. Наша-то беда, скажем, в кавычках, в том, что мы-то действительно прилагаем очень большие усилия для того, чтобы дать отпор агрессии. Вот Чеченская республика более 250 тысяч человек потеряла за те войны, которые были против нас организованы в России в последнее время. Некоторые говорят больше, но я знаю примерно вот так, вот цифры, которые я знаю, говорю. И вот что нужно нам делать для этого? Для этого, мне кажется, мы должны в первую очередь думать о том, где же вот те ошибки, которые с нашей стороны, значит, и которые нам как раз ставят упрек. Почему мы вот всегда, не то что всегда, сейчас вот в последнее время, когда вот на нас вот эта Россия напала, нас со всех сторон пытается оклеветать, назвать нас отступниками от международного права, отступниками от самих, значит, конституций, законов, которые они сами приняли, называют, я просто говорю те вещи, которые вот говорится вот на международном уровне политики, там, которые против нас они ведут. Они говорят, что мы, значит, не законопослушны, то мы не можем, эти народы, которые на Кавказе, что они пока еще не народы, что они еще пока племена, они организовались как народы, поэтому они не умеют это соблюдать, они не могут иметь свое государство, они должны быть частью какой-то там империи, большого государства. Вот что против нас выставляет. То есть мы понимаем из этого, что мы должны держаться какой-то определенной линии, которая есть, но превалирует во всем мире. То есть современное международное право. В соответствии с этим мы еще в 91 году, 90-м году, еще будучи в Советском Союзе, наш народ, к примеру, я беру за чеченский народ, мы, значит, приняли все те положения, которые необходимы с точки зрения международного права, и создали свое государство. А когда Советский Союз они развалили, будучи одной из союзных республик Советского Союза, мы по праву имели, значит, заявить и написать свою конституцию, принять ее нашим парламентом, как это положено, так, и заявить, что мы независимое государство. Нас признала тогда Грузия, теперь нас признала это Украина, до этого нас признавала там это Кипр, который
ну, признает, допустим, Турция, признает она, потом нас признавал этот Афганистан, признавал. Как бы то ни было, те страны, которые в мире были Организацией Объединенных Наций, нас признавали. Может быть, они где-то были и нехорошие, или плохие, авторитет у них нет. Но вот эти страны, они нас признавали. И вот в последнее время, в 2022 году, вот, нас признала и Украина. Теперь, что же происходит у нас сейчас? Почему мы не можем открыто эту работу вести на Западе? Почему мы не можем вести на территории Чеченской Республики? Как объяснить это нашим людям? Что нам делать для того, чтобы вот сказать, что мы являемся народом, который по праву создал свое государство, что мы являемся народом, который сегодня борется за освобождение нашего государства. Большая ошибка бывает, когда нам навязывают, а мы сами говорим, что мы боремся за независимость, мы говорим. Нет, мы борем не за независимость. Мы уже независимое свое государство построили, создали это государство по всем международным правилам. Все, что мы сделали, соответствует строго международным правам. Мы создали свое государство. И нас даже признали некоторые государства. А некоторые наши люди обычно говорят, мы там, значит, боремся за независимость. Другие говорят, что мы были частью России. Вот наши люди, которые наши, некоторые из них были членами нашего правительства, даже вице-премьерами, министрами, и это некоторые. Они даже вот принимают документы в пользу России, что вот мы были часть, что мы являемся как бы частью России. Они, эти документы, они принимали здесь в Европе от имени нашего государства. Значит, говорили, что это в Лихтенштейне, в Швейцарии, в Копенгагене, потом принимали разные эти концепции, да. И вот в итоге, когда люди, которые этими делами занимаются, они почему этим занимаются? Что они хотят? Вот вопрос в чем. Так получается, что наш народ провозгласил свое государство, создал его, принял декларацию, открытую на весь мир, созвав наших людей, чеченцев и наших граждан, которые были там, чеченцев со всего мира, начиная с Америки, Европы, Ближнего Востока, все чеченцы прислали своих представителей, и на этом съезде, это был традиционный референдум нашего народа, мы на нем провозгласили свое государство. Теперь появились люди, которые занимаются, говорят, нет, мы часть России. Другие говорят, нет, вот мы ошиблись, мы не должны были это сделать, надо было Россию спросить, так? Другие говорят, нет, мы пойдем туда, исламское государство построим. Когда они говорят, мы там построим, создадим государство, это означает, что они говорят, что у нас государства нет, и что наша территория есть часть России. Это надо понимать. Вот когда они это говорят, именно это подразумевается. Так. И потом они говорят, ну вот, заявляют, вот нам нужно было, чтобы, вот, если мы освободили свое государство, чтобы мы там были протекторатом, скажем, Англии или Европы или еще кого-нибудь. Потом говорят, мы должны создать это государство, которое было там Горская республика, потом конфедерация. То есть все они говорят, но обратите внимание, кроме того, что они говорят, нужно освободить территорию нашего государства в соответствии с тем, что мы его создали, сейчас в Республике Чечня. Территорию надо освободить и восстановить легитимную власть. Вот это единственное, с точки зрения международного права, приняв нашим народом, есть вот эти документы, эти факты есть, они от него отходят и говорят, занимаются другим вопросом. Вот вы скажете, все там, кто там скажет, вопрос задаст, скажет. Нет, они тоже это говорят.
Ну, мы говорим с вами, мы должны быть более в этом отношении прозорливы, понятливы. Ну хорошо, если, допустим, они говорят так, то почему документы, которые они приняли и принимают, говорят именно то, что я сказал вот сейчас? Посмотрите, все документы, о которых я говорю, понимаете, а так на слово, как говорится, для пропаганды они ведут другие разговоры. Порой у них проскакивает, это очень такое тонкое дело, которое они обманывают людей некомпетентных. Мы должны быть все компетентны, мы, чеченцы, особенно и граждане нашей республики, другой национальности, тоже должны быть компетентны и понимать, что нас пытаются обмануть. Наша задача состоит в том, чтобы мы здесь, находясь на Западе, вот сколько нас говорят, там 300-400 тысяч человек говорят, чтобы мы здесь объединились под одним знаменем. А это знамя, что мы создали свое государство в рамках международного права и незаконно ее оккупировали, и что у нас есть свое государство в рамках нашей Конституции и Декларации создано, и что нет никаких там движений, что все движения, которые ведут разговоры, мы придем туда, построим исламское государство, или мы придем туда, там это протекторат, чтобы сделали, или еще что-то. Вот это все оставить, и чтобы мы только на этой основе, это есть тот ключ, который откроет нам, как говорится, двери тому, чтобы воссоздать, восстановить наше государство, которое было оккупировано, и восстановить нашу легитимную власть. Вот это есть основная та задача, которая стоит перед нашим народом. Все те, которые отсюда уходят, вот примерно с этой плоскости я говорю, да, что бы они там ни говорили, там, под любым там лозунгом, под любой идеей, это все есть обман. А почему обман? Потому что в мире действует современное международное право. А раз современное международное право действует, значит, и мы должны к этому созданному, по этому правилу действовать. Вот так вот. А отход от этой линии, это есть как раз то, что нужно нашему врагу Кремлю. Вот о чем я хотел сказать, чтобы вот задать вот эту тему и вокруг этого поговорить. Кто этим занимается? Почему они занимаются этими делами? Вот возьмите вот компании, которые Сараля-Подзакаевские, возьмите там вот религиозные деятели, возьмите там другие, которые, значит, утверждают, что вот нам нужно создавать вместе там какую-то там Кавказскую там конфедерацию, там другие появились. Это все как раз таки есть то, что хотят сбить нас с этого толку, нашей линии. Поэтому все наши люди, которые находятся в мире остальном, и все люди, которые находятся у нас там на территории Чечни, должны понимать, что только этот ход, только эта, значит, линия есть правильная линия, которая даст нам возможность решить нашу проблему о деоккупации территории и восстановлении нашего государства. И вокруг этого мы должны объединяться, делать все возможное от нас каждого зависящее. Вот этот путь только есть правильный, остальные все пути это есть то, что нужно нашему врагу. Вот это заявление должно с наших уст звучать, и мы должны понимать, что оно только и есть то, что нам надо, и в этом направлении нам всем работать. Вот я закончил коротко. Пожалуйста, если есть что выступить и добавить вопросы, пожалуйста. Башкалдересуль аят. Это очень важно, то, что вы сейчас нам рассказываете, и это нужно вновь и вновь повторять людям, потому что реально есть религиозные, так сказать, деятели,
хотя они не религиозные, абсолютно не имеют многие образования, просто душой и сердцем они стремятся к тому, чтобы помочь русским уничтожить Ичкерию, демократическую, правовую, и воссоздать. Ничего они не могут воссоздать, только они говорят, что они могут. То же самое делают и остальные. Это правда. Я бы хотел задать один вопрос. Очень интересное тут событие произошло на днях. И к нам во временно оккупированную Чеченскую республику Ичкерия приехал бывший экс-разведчик Соединенных Штатов Америки Скотт Риттер. Ему царский прием организовал Кадыров, пляски, танцы, там все такое, и плюс выстроил всех бюджетников, одел их в форму, там есть и действующие в запасе, там, российская пропаганда говорит, что 25 тысяч он там собрал, и произошел такой удивительный такой момент. Я вчера обсуждал у себя в этом стриме, и хочу твое мнение тоже узнать по этому поводу. И Рамзан Кадыров передал 20 фамилий украинских военнопленных, которых Скотту Риттеру, которые он должен был передать американскому правительству, Госдепу, для того, чтобы обменяли вот эти 20 украинских военнопленных на то, чтобы снять санкции с мамы и там детей Рамзана Кадырова. Затем русские националисты подняли, как обычно, вой, и Скотт Риттер не взял это, он сам об этом говорит, он не взял этот список, сказал, что это между Россией и Украиной, и это его не касается. И после этого Рамзан Кадыров сказал, что это был жирный троллинг там, и так далее, и тому подобное. Пошел на попятную. Без сомнения, там были Апти Алаудинов, Магомед Даудов, вот эти все головорезы, преступники, которые там есть, они присутствовали. И без сомнения, вот этот ход Кадыровым был сделан по приказу Путина, и России, ФСБ. И вот как ты думаешь, что это могло быть? Что это такое? Ненавистная Америка? Они пытаются через Скотта Риттера договариваться? Или что это? Твое мнение? Что я думаю об этом? Наверное, то, что думаете все, что человек, который приехал с Америки, это пробный такой шаг, который закатывает, потому что в Америке тоже есть же сторонники России, как мы знаем с вами, так? И они, вроде бы он какой-то там большой специалист по военным делам, но его приняли, и они хотели какую-то там сделать, маску, что ли, или какую-то там форму такого, каких-то договоров, чтобы начать с Украины. Украина же заявила, что до окончания полного освобождения территории никаких мы не будем с вами вести переговоры. Освободить нашу территорию, только тогда, а все остальное потом. Это мы знаем. Так? А это, конечно, это ходы такие, которые хотят как-то, здесь сделать Россию такой стороной, которая хочет пойти на переговоры. Эти разговоры идут, мы знаем, что как будто тайно встретились в Испании, тайно встретились там, Россия и Америка. Это провокация с моей точки зрения. Понимаете? Если это где-то было и есть, то оно обязательно вскроется. Но точно я знаю одно, что если Украина пойдет на уступки в этом вопросе, то в конечном итоге все это завяжется, это может стать, так сказать, замороженный конфликт какой-то по каким-то там частям по Украине, допустим, восточной территории или Крым, они могут к этому как бы стремиться. Они видят, что Кремль видит, что ситуация как-то усложняется для них, но они ведут информационную войну. То есть мы с вами знаем, если помните, что
мы видели, что происходит у нас тогда, вот, когда они шли на нас, это все, какую они пропаганду живо вели. Настолько лживую, бессовестную пропаганду вели. Все, что не было, они говорили. Сейчас они говорят. Если появляется вот такой какой-нибудь там американский там деятель, то это может быть действительно какая-то утка, закинутая для того, чтобы американцы выставить американцев в роли той стороны, которая якобы сегодня может на стороне России. Но это же не официальный человек. Этот человек, который, он не официальный, но когда-то был там военным, где-то там служил, это то. Но официальная власть Соединенных Штатов Америки, Запад об этом не говорит. Вообще не говорит, слова нет. А это пропаганда. Вот что я думаю. И такой пропаганды, этих фейков достаточно. И тем более, что он не взял вот это все. Это тоже говорит, что он правильно сделал, не взял. Видимо, там они какие-то там прощупывают. Ну, есть такие частные дела. Мы знаем, что вот есть же американские выборы, которые приближаются. И там разные сторонники. Есть сторонники, которые хотят, чтобы Украина там где-то остановилась, что-то отдала свою территорию, чтобы успокоилась Россия. Но Зеленский ясно, четко заявил, что Украина не будет ни одной пяди своей земли отдавать. И заявил, что если мы, значит, не победим, собственно говоря, Украину, то, значит, не может война закончиться, она все равно будет повторяться, очаги будут повторяться. И это не в интересах, скажем, Запада и не в интересах самой Америки сдавать вот такую позицию. А Кадырова они выставляют для того, чтобы через него какие-то тут вопросы как бы решать и сказать, что вот если у них где-то в другом месте не получается, они здесь хотят что-то вот сделать и что-то вот продемонстрировать. Но это нисколько не означает, что этот вопрос ими, значит, на официальном уровне обсуждается. Вот когда Зеленский летал в эту Аргентину, там тоже эти разговоры шли, что якобы там какие-то будут. Потом где-то там в какой-то исламской стране тоже давно ведутся эти разговоры, но мы видим, что вопрос стоит о том, что остро стоит вопрос о том, что необходимо сейчас финансировать Украину, а оружие уже подведено, и все, что они требуют, находится чуть ли не на границе уже Украины подведено, и нужно, чтобы всегда Конгресс, там, Сенат решили вопрос финансирования. Это ждут вот сейчас, февраль, март, этот вопрос должен решиться, и тогда все это вооружение придет на использование Украины. Об этом информация идет со всех сторон, с официальных источников и таких частных. Вот что я думаю про это. Баркал, Дейрес Урайт. Так, друзья, у кого есть вопросы, вы можете задать сопредседателю Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия Аяду Идигову. Будет интересно вас послушать. Также у нас стрим идет в ТикТок, в YouTube и, соответственно, в Telegram. У нас непосредственно конференция. Вы можете написать мне комментарии в ТикТок, в YouTube. Я его зачитаю. Или же зайти в Telegram и непосредственно напрямую задать Аяду Идигову вопросы. Вопросы. Так, пока вопросов нет. Аят, мы обсуждали с тобой по поводу того, чтобы конференцию, онлайн-конференцию, как эту, раз в неделю хотя бы проводить на чеченском языке, потому что здесь в Европе живет очень много людей, которые не говорят на русском. Молодежь наша не вся говорит здесь в Европе на русском. И наше старшее поколение не очень говорит. И удобнее говорить бывает на чеченском. Некоторые стесняются говорить.
не на чеченском. Есть ли такие, ну, планы есть, можешь объявить об этом, сказать об этом? Да, мы говорили об этом. Вот один день мы будем проводить, вот как во вторник, будем проводить на русском языке, а другой день, который наиболее так удобен, можем на чеченском языке тоже приглашать наших людей, чтобы они говорили по всем вопросам. Мы открыты. Главное то, что мы открыты на любой вопрос ответить по нашей теме. По теме деоккупации нашей территории, восстановления нашей власти. Мы можем на всех документально обоснованно это все говорить. А все остальные не по теме вопросы, конечно, не следует, но иногда бывает, но на чеченском языке многим там удобнее. Мы будем по-чеченски. Давайте определим, какой день это может быть, и все. Давайте, как вы считаете, лучше? Ну, например, в субботу, Аят. Мне было бы, например, удобно в субботу. Или ну, давайте в субботу, во сколько? Тоже в 7 часов вечера, да? Да, нормально, 7 часов. Хорошо, давайте в субботу в 7 часов вечера. Следующую субботу мы будем в 7 часов вечера говорить по-чеченски, и во вторник снова будем по-русски говорить. Да, отлично. Чтобы вот так вот. Да, договорились, значит, да? Да. Хорошо. Ну, давайте, у кого есть какие вопросы, кто хочет выступить, сказать. Аслан, так, я думаю, что вот надо подбодрить людей. Мы только вот начинаем. Ну, вот начался какая-то спячка идет. Надо людей приглашать. Ага. Ну вот, предлагаю, давайте, друзья, поактивнее, не стесняйтесь, не бойтесь. И еще, Аят, у меня здесь какая-то проблема, я не могу записать этот, наш один из модераторов не вышел на связь по какой-то причине. Так. Сейчас. Все отлично, все уже сделано, запись идет, все отлично. Да, хорошо. Так. Друзья, ждем активности. Но если нет вопросов, то хоть выступит кто-нибудь. Если нет выступающих, желающих нет, то зря не будем сидеть тоже. Зачем тратить время? Давайте, если есть какой вопрос, пусть задает, кто есть. Пожалуйста.